Каким на самом деле является Аллах, которому мы поклоняемся? Ни для кого не секрет, что не менее половины населения нашей планеты исповедуют ту или иную религию. Попросите описать качества Всевышнего Творца любого из этой половины, и вы получите массу характеристик высшего божества, которому они поклоняются. И, конечно, многие из этих характеристик будут повторяться или совпадать, особенно в трех распространенных монотеистических религиях мира. Но будут и различия, на почве которых, к сожалению, возникает много разногласий и даже вражда между ними. Чтобы не слишком вдаваться в подробности, далее речь будет идти о монотеистических верованиях, предполагающих единого Творца, которого мы будем именовать Аллахом, согласно последнего откровения, данного в Коране. Аллах дал людям познавательные возможности, и люди издревле пытались понять не только мир вокруг себя, но и Создателя этого мира. В первом случае задача облегчается тем фактом, что мир вокруг нас хотя бы просто видим. Его можно потрогать, понюхать, наблюдать, измерять его проявления и так далее. То есть, как сказали бы философы, этот мир объективно познаваем. С познанием Творца этого мира дело обстоит по-другому. Во-первых, он невидим. Во-вторых, его невозможно локализовать, чтобы пристально изучить, как мы привыкли. Его невозможно ни измерить, ни прикоснуться, ни наблюдать. То есть ни один из наших привычных способов познания не подходит для узнавания Творца миров. Людям остается только строить догадки о нашем Создателе, чем они, кстати, и занимаются на протяжении многих веков. Но в отличие от бездушного мира, то есть материи, Творец Аллах ведь живой. Он видит наши попытки познать его. Неужели Всевышний Аллах, видя наши зачастую безуспешные попытки познать его, ни разу не дал нам знать о себе, своим творением? К нашему счастью, Всевышний Аллах много раз давал о себе знать человечеству, как через прямое вмешательство в историю человечества, так и через свое вечное и неизменное слово, данное через своих пророков и посланцев, и в котором, кстати, задокументированы многие действия Аллаха в жизни отдельных людей и целых народов. Кроме повествования о действиях Всевышнего Аллаха, его слово содержит целый ряд различного рода предписаний и законов, которые Аллах предписывал к соблюдению тем, к кому он обращался. И тут опять проявилась наша человеческая изобретательность. На протяжении многих веков люди выстраивали целые религиозные системы, в которых представление Аллаха далеко отличается от того, кем он на самом деле является, и как он сам себя представлял в своем слове. Так как изначально слово Аллаха было дано яхудеям, они особо преуспели в этом. К чуть более 600 заповедям и предписаниям Аллаха, изложенным в Таурате, они додумали еще порядка несколько сотен и получили на выходе более чем 1500 различных правил, законов и норм, многие из которых носили запретный характер. Постепенно сложилась целая каста людей, которые только тем и занимались, что изучали эти запреты, дополняли и трактовали их. Интересно, что по такой тенденции развивались все монотеистические религии. К началу нашей эры разделение между подавляющим большинством простого народа и этой обособленной кастой в яхудейском обществе достигло небывалых размеров, вплоть до того, что последние глубоко презирали простой народ, называя его проклятым, просто потому, что он, народ, не соблюдал все эти бесчисленные правила и запреты, придуманные законниками. Неудивительно, что такое положение только отталкивало простой народ от пути веры в Аллаха, который в их глазах был представлен целым сводом законов и правил, которые обычному человеку было не под силу соблюдать. Подавляющее большинство народа понимало, что они не могут соблюдать все это многообразие различных заповедей и запретов, многие из которых были выдуманы и вследствие этого охладевали к путям веры, вернее, к законнической интерпретации Всевышнего Бога Аллаха. Только богатые люди могли позволить себе соблюдение всех религиозных правил и норм. У них на это было и время, и средства. Подавляющему большинству простого народа было не до этого, просто потому, что надо было на хлеб зарабатывать, и зачастую тяжелым трудом, как, впрочем, и сейчас. Так как это продолжалось на протяжении многих веков, вновь рождающиеся поколения не имели никакого другого представления о Творце Аллаха, кроме того, каким его представляла религиозная верхушка яхудейского общества. Кстати, как это нетрудно заметить, положение дел не сильно изменилось и сейчас, и не только в яхудаизме. Но был один яхудейский пророк, который учил об Аллахе по-другому. Это вызывало огромный интерес у простого народа того времени и в то же время возбуждало ярость у яхудейской религиозной верхушки. Кто это был? Это был, выражаясь языком Корана, Наби, то есть пророк Иса. Почему его проповеди были так популярны среди простого народа? И почему религиозные лидеры народа ненавидели его?
Для того, чтобы понять это, надо разобраться, чему же Наби Иса учил, особенно по отношению к Всевышнему Аллаху и его качествам. Предлагаю разобрать одну притчу, которую Наби Иса привел на возражение яхудейских учителей и которая записана в повествовании о жизни Наби Иса, переданного Лукой в книге Инжил. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между двумя сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих работников». И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим рабам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите откормленного теленка и зарежьте его. Устроим пир и будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся». И они начали веселиться. А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. «Твой брат пришел», — ответил ему тот, «и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как раб, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не давал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка». «Сынок», — сказал тогда отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся». Интересно, что эту притчу Наби Иса привел в ответ на недовольство яхудейских лидеров и учителей тем, что Наби Иса слишком много времени проводил с грешниками. Так они называли сборщиков налогов и другие грешные категории простого люда. Что же интересного в этой притче? И зачем Наби Иса рассказал ее в ответ на возражения яхудейских религиозных учителей? Многие притчи Наби Иса носили характер иносказаний, передающих важные духовные истины через ее героев. Так как Наби Иса отвечал на возражения яхудеев, касающихся компаний людей, среди которых он проводил время, надо искать иносказательный смысл этой притчи в этом ключе. Здесь мы видим трех персонажей – отца и его двух сыновей. Кто-то скажет, что старший сын вроде как нормальный, работал всю жизнь на отца, ни в чем ему не противоречил. А вот младший, мало что он потребовал свою долю наследства раньше, чем их отец умер, таким образом оскорбив этим самым отца. Да еще и растранжирил всю свою долю распутным образом жизни. Не зря ведь эту притчу называют притчей о блудном сыне. Но если внимательно приглядеться, становится понятным, что главным героем этого рассказа является не старший и не младший сын, а отец. Почему? На первый взгляд, отец в этой притче поступил, мягко говоря, не совсем обдуманно. Но как можно взять и разделить все имущество, которое было немаленьким, судя по рассказу, и просто так отдать целую половину и кому? Младшему сыну. Судя по описываемым в притче событиям и традициям, дело происходит на Востоке, а там так не делается. Если уже распределяется домашнее имущество, то в первую очередь дележ начинается со старшего сына, и ему достается большая часть. Такие тогда были традиции. Более того, думаете, отец не знал истинное намерение своего младшего сына? Вряд ли младший сын смог обмануть отца, уверив его в том, что он хотел инвестировать свою долю в выгодное предприятие. Наверняка отец догадывался, зачем его младшему сыну такая огромная сумма. И тем не менее, этот отец без всяких вопросов разделяет все имущество и преспокойно отдает целую половину этому молодому человеку. Разве в нашем мире так поступают? Найдется ли такой отец, который просто так отдаст целую половину своего имущества, нажитого непосильным трудом, неопытному юнцу, коим младший сын являлся и впоследствии доказал это?
Далее еще интереснее. Судя по притче, этот юнец в конце концов всю свою часть прокутил, пропил и прогулял. Хорошо, что ему хватило ума, и он решил вернуться домой с повинной. И что делает отец? Вместо того, чтобы хорошенько наказать его, как, наверное, поступил бы любой земной отец, он оказывает ему воистину царский прием. Как будто ничего не произошло, как будто он просто вернулся из долгой поездки, и все домочадцы соскучились по нему. Более того, по всей видимости, отец очень ждал своего сына и все время выходил за ворота своего дома и пристально вглядывался вдаль. Не возвращается ли мой сынок? Это видно из того, что он, скорее всего, первым увидел его издали. И потом, увидев его, что делает этот странный отец? Он бежит ему навстречу. Теперь представьте себе, как это могло выглядеть. Мужчина в летах, довольно обеспеченный и уважаемый в округе, облаченный в длинный халат, который был традиционной одеждой на Востоке, вдруг ни с того ни с сего начинает куда-то бежать. Во-первых, уважаемые люди на Востоке просто так не бегают, то есть вообще не бегают. Обычно к ним люди прибегают с какими-либо просьбами. Во-вторых, как вы думаете, легко ему было бежать в этом плотном и облегающем восточном халате? И бежать-то было немало. Человеческий глаз может увидеть объект на расстоянии до 30 километров. Ну, скажем, глаз этого отца с поправкой на возраст увидел своего сына и различил, что он находится, скажем, на расстоянии от 3 до 5 километров. Представьте бежать на востоке под палящим солнцем в плотном халате от 3 до 5 километров. Скорее всего, этот отец распахнул свой халат для облегчения своего нелегкого спринта. А вот это уже вообще ни в какие ворота не лезет. На Востоке мужчине открыть полы халата и показать свою наготу считалось непоправимым позором. Тем более такому уважаемому человеку, кем являлся отец этого молодого человека. И несмотря на все это, этот отец пренебрегает всеми этими условностями и стремглав бежит навстречу своему сыну и потом устраивает ему царский прием. О чем все это говорит? Не о том ли, что насколько сильна была любовь этого отца к своему сыну, что он готов был пожертвовать ради него всем, и своим положением, и авторитетом, и имуществом. Странный отец, не правда ли? Совсем не вписывается в привычные рамки понимания отца зажиточного семейства, которые были у слушателей этой притчи, да и у нас наверняка. Что же хотел сказать Наби Иса, так искусно показав драму этой притчи через этого отца? Теперь становится понятным, почему главным героем этой притчи является не блудный сын, а этот слишком добрый отец. Напомним, к чему привел эту притчу Наби Иса. С точки зрения яхудейских религиозных деятелей, духовный учитель, каким представлялся им Наби Иса, должен был вести себя как они, то есть больше времени проводить в обществе таких же религиозных учителей, как они, и хранить себя от осквернения, исходящего от грешников, коими они считали простой люд. А Наби Иса поступал как раз наоборот, проводил больше времени уча простой народ и не очень-то жаловал своим обществом религиозников того времени. И о Всевышнем Аллахе он тоже как-то странно говорил. Согласно устоявшемуся учению яхудейских религиозников, Аллах был каким-то недосягаемым и непознаваемым существом, требующим постоянного соблюдения всех своих заповедей и наказывающим за любое упущение. И поэтому только вот такие просветленные учителя закона могли знать все эти требования и исполнять их, а всему остальному народу отводилась роль беспрекословных слушателей религиозных учителей. И тут появляется этот молодой, по их меркам, пророк, проводит большую часть времени с народом, да еще и самой грешной ее частью, и учит странным притчам. А каким он представляет Аллаха? Религиозные учителя веками трудились над созданием неприступного и непознаваемого образа Аллаха, право познания и объяснения которого они присвоили только себе. И тут вдруг этот пророк, то есть Наби Иса, осмеливается сравнивать этого великого, всемогущего, бесподобного Бога Аллаха с тем отцом из притчи. Возмутительно? Уверен, что религиозные учителя того времени быстро поняли смысл этой притчи и кого имел в виду Наби Иса в образе отца из своей притчи. Таким образом становится понятным, что наперекор главенствующему религиозному учению того времени Наби Иса учил, что Аллах является Творцом, который не отгородился от всего человечества горсткой религиозников. Но как тот отец, который каждый день всматривался вдаль с нетерпением ожидая своего любимого сына, так и наш Создатель Аллах с любовью смотрит на нас и ждет, когда же мы, люди, вернемся к Нему. Наби Иса показывает через эту притчу два образа. В лице блудного сына он показывает так называемых грешников того времени. К ним причисляли сборщиков налогов, служивших Римской империи, проституток и других представителей низших слоев общества. Кстати, обобщенно религиозные учителя таковыми считали всех тех, кто не соблюдает их религиозные законы. Наби Иса не оправдывает их. Он четко показывает, что многие из них действительно грешники. Но несмотря на учение религиозников, Аллах любит их, ждет их, и что немаловажно, они всегда могут вернуться к Нему. И если они это сделают,
Аллах без всякого укора и с огромной любовью примет их и более того возвеличит и приблизит к себе. Чтобы дать понять людям силу и мощь любви Аллаха к людям, Наби Иса не зря выбрал сравнение именно с отцом и его детьми. Как настоящий отец может любить своего сына, так и Аллах, Творец всех людей, любит нас, потому что мы его творение, независимо от нашего социального статуса, происхождения, цвета кожи, вероисповедания или прошлых грехов. И ради этой любви Аллах готов пойти на самые большие жертвы. Как тот отец пренебрег своим статусом, уважением и почетом, так и Аллах ради нас, то есть ради того, чтобы показать нам свою бесконечную, сильную любовь, готов пренебречь всем своим положением Всевышнего Бога, пред которым трепещет вся Вселенная, и бежать нам навстречу у всех на виду. Я понимаю, что тут уже современные религиозные учителя начнут возмущаться. Да как ты смеешь? Каким ты представляешь Всевышнего Аллаха? Вот в том-то и дело, что таким представлял его Наби Иса в этой притче. Если хотите, это и есть истинная сущность нашего Творца. Он есть бесконечно любящий Бог, для которого любовь к нам, своим созданием, превыше всего, даже выше соображений практичности и любого престижа. Это именно любовь Аллаха позволяет людям жить так, как им заблагорассудится, что для многих людей заканчивается весьма плачевно. Аллах в своей любви никому никогда не навязывает свою волю. Он знает, как надо правильно жить, но он ждет, когда человек осознает это и придет к нему, как к своему отцу, и попросит его помочь с этой жизнью. И он с огромной готовностью готов помочь нам, когда мы осознаем это и приходим к нему и просим о помощи. Если примерить эту притчу к нам, тогда можно заключить, что большинство людей на этой земле похожи на младшего сына. Мы получаем от Аллаха жизнь на этой планете, его бесценный дар, но живем так, как будто мы сами себе дали эту жизнь. То есть сами являемся хозяевами этой жизни. И только когда впадаем в различные передряги, начинаем вспоминать нечто высшее, кто на что гораст. И даже тогда он готов нам помочь без всякого упрека, если мы обратимся к нему. Вы можете представить себе такую любовь? Вот почему Наби Иса проводил много времени со всякими грешниками, потому что Аллах их тоже любит и ждет возвращения к себе. А что со старшим сыном? А вы отметили, что он оскорбил своего отца не менее, чем младший? Если младший сын оскорбил отца прямо, попросив его разделить имущество до его смерти, как бы показывая ему, что он не нуждается в отце, фактически желая ему смерти, старший сын нанес удар с другой стороны. Из обидных слов старшего сына видно, что он в чем-то обвинил своего отца. В чем же? Он несправедливо обвинил его в том, что является сущностью этого отца, в отсутствии любви к нему. Как вам нравится это? Как можно обвинить этого отца, который ради младшего сына пошел на все унижения, чтобы проявить свою громадную любовь, по словам старшего сына, не проявлял эту любовь к нему? Как такое возможно? Неужели этот отец был таким двуличным? Конечно, это не так. А может, проблема была в самом старшем сыне? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, кого олицетворяет в этой притче старший сын. Опять вспоминаем в ответ, на чье недовольство привел эту притчу Наби Иса. На недовольство религиозных учителей и законников. Если младший сын олицетворяет грешников, с которыми Наби Иса проводил много времени, тогда получается старший сын олицетворяет этих самых религиозников, не так ли? Если внимательно прислушаться к его словам, тогда это становится ясным. Смотрите, как он довольно жестко обвиняет своего отца. Он все годы работал на него как раб, а отец не дал ему даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями. И дальше противопоставляет себя своему грешному брату. Если рассматривать смысл этой притчи, тогда мы можем прийти к парадоксальному выводу. Получается, что эти самые религиозники, которые думали, что служат Аллаху посредством тщательного исполнения его заповедей, на самом деле оскорбляют его. Каким образом? Ко времени жизни Наби Иса эти религиозные учителя сами стали верить тому, чему учили об Аллахе, то есть что он, Аллах, является строгим, недоступным и наказывающим Богом, который, выражаясь словами старшего сына, ведет себя как непредсказуемый и неадекватный диктатор. То есть не ценит тех, которые всю жизнь служат ему, ограничив себя во всем и пытаясь угодить ему, не позволяя им даже маленького повода для наслаждения. А других, которые с виду вообще этого не заслуживают, одаряет всякими благами. Такой вывод напрашивается сам по себе, если основываться на учении религиозных учителей об Аллахе. К сожалению, эти религиозные учителя сами своим учением создали такой образ Всевышнего Бога Аллаха и проецировали его на других, что, кстати, продолжается до сих пор во многих религиях. Не стоит говорить, что это не только не привлекает людей к Аллаху, но отталкивает их от Него посредством того, что представляет пред ними несоответствующий действительности образ Всевышнего Творца. Кто-то может спросить, а может этот отец реально так относился к своему старшему сыну? Но лучший вопрос будет другим.
А может, этот старший сын создал в своем воображении такой образ отца и, соответственно, думал о нем. И поэтому даже не осмеливался просить того козленка, чтобы повеселиться со своими друзьями. Не так ли учат и современные религиозные учителя об Аллахе? И не таким ли строгим Богом он представляется многим людям в наше время? Чья здесь проблема? Аллаха или ошибочного представления о нем у людей? Чему же учит тогда эта притча? Наби Иса хотел показать через нее, что Всевышний Создатель Аллах не является каким-то недосягаемым и непознаваемым божеством, который только и требует от нас беспрекословного повиновения. Таким представляли его иудейские религиозные лидеры, и как раз это отталкивает многих людей от Аллаха. Нечто похожее происходит и сейчас во многих религиях. Людям навязывается образ очень строгого Творца, который все время следит за ними и мешает наслаждаться этой жизнью. А тех, которые, несмотря на это, все же хотят встать на путь веры в Аллаха, начинают учить соблюдению массы всяких правил, ритуалов, запретов, за которыми теряется сама суть веры в Аллаха. Кто-то проходит все эти этапы и, к сожалению, становится таким же законником, как его или ее учителя. А большинство со временем разувериваются и отпадает, видя, как загроможден путь к Аллаху. Вот эту проблему и адресовал Наби Иса в этой притче. Путь к Аллаху, нашему Творцу, не труден. Аллаху не важны все эти наши старания, если в них нет искренней и чистой веры. Ему важно совсем другое, наше сердце, то есть наше искреннее покаяние и осознание абсолютной никчемности наших попыток угодить ему, нашего жалкого положения пред ним, как у второго сына, и простого возвращения к нему. Когда он видит такое предрасположение нашего сердца, он с радостью бежит к нам навстречу, как тот отец из притчи. Он готов обнять нас, простить нам все наши грехи, вернуть наш утерянный статус и принять к себе в дом. И путь возвращения к Аллаху совсем не загроможден всякими ритуалами и запретами. Понятно, что нам не стоит точь-в-точь повторять действия второго сына. Многие из нас и без того находятся в сравнительно похожем положении, из-за всяких проблем, неурядиц или всепоглощающего недовольства в жизни. Если вы видите, что вы зашли в тупик в этой жизни, свернули где-то не в ту сторону и заблудились, не отчаивайтесь. Не все еще потеряно. Наш Творец Аллах, как тот отец из притчи, все время выходит на улицу, смотрит вдаль и ждет вас. Он бесконечно любит вас. И, кстати, его любовь проявилась в том, что он позволил вам уйти от него и жить своими путями. Ведь настоящая любовь характеризуется не контролем, а принятием. Многие люди задают вопрос: если Всевышний Аллах такой любящий Бог, почему он допустил то и то в моей жизни? Сам вопрос поставлен совсем корректно. Аллах, будучи искренне любящим и смиренным Творцом, допустил вам жить так, как вы хотите, то есть ходить своими путями. И это они, ваши пути, привели вас к тому, что вы имеете сейчас. Это действует как в жизни отдельно взятого человека, так и по отношению ко всему человечеству. Да, может быть, есть особые ситуации, в которых вы конкретно не виноваты, но по-настоящему важным вопросом является другой. Что вы сделаете с этим? Будете продолжать винить всех и вся вокруг, или задумайтесь и осознаете, что вы находитесь в одном из положений, описанных в этой притче, и что Аллах ждет и приглашает именно вас вернуться к Нему домой. Дорогой слушатель, дослушав до конца, я надеюсь, вы узнали одну из очень важных характеристик Творца Аллаха. Вам решать, что вы сделаете с этим. Но если вы задумаетесь над этим и сопоставите себя с героями этой притчи, вы обязательно увидите, на кого вы больше похожи. Кем бы вы ни были, заблудшим грешником или чересчур религиозным человеком, знайте, что основополагающей чертой характера Аллаха является его громадная любовь и долготерпеливое ожидание своих созданий. То есть, когда мы, люди, его творения, опомнимся, вернемся к нему и начнем узнавать его как близкого и любящего Отца, который все это время заботится о нас и ждет нас к себе домой. Больше о характере Аллаха вы можете узнать из его неизменного слова, которое он дал всему человечеству в Таурате, Забуре, книге пророках и Инжиле, подтверждением которых является Коран, и которые вы можете найти по ссылке на экране. Если у вас появится вопрос, как можно вернуться к своему Создателю Аллаху, пишите на электронный адрес, появившийся на экране. Да благословит вас Всевышний Аллах и направит на свой добрый путь. Аминь.